Чувашские спортсмены пополнили копилку медалей на единых играх в Казани. На соревнованиях по программе специальной олимпиады для лиц с интеллектуальным нарушением нашу республику представляли 4 спортсмена. Подробности в материале Леонида Петрова. Единые игры должны были состояться еще 2 года назад в Швеции. Однако власти скандинавской страны отказались от их проведения. Тогда роль организатора специальной олимпиады для лиц с интеллектуальными нарушениями взяла на себя Россия. Но игры пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Нынешние состязания международного масштаба в столице Татарстана прошли по 18 видам спорта. В них приняли участие более 1500 спортсменов из 59 регионов страны и Республики Беларусь. Впервые соревнования среди особенных атлетов были проведены как по зимним, так и по летним видам спорта. Эти игры стали самыми массовыми в истории российского движения. Когда люди понимают, что они в социуме, это здорово. И мы не должны отличать инвалидов от других людей, от нас самих. Поэтому для меня, не знаю, мне кажется, это не просто правильно, а супер правильное решение, что такие мероприятия проходят. Наши ребята попробовали свои силы в настольном теннисе. Соревновались как в индивидуальном, так и в групповом и в смешанном порядках, в 2 возрастных категориях. Усилия и старания спортсменов оправдались. Конечно же, здесь сказалась поддержка тренера и родителей спортсменов, которые всей душой болели за команду. В турнире по настольному теннису в рамках этих единых игр специальной олимпиады России принимало 101 спортсмен. В возрасте, получается, от 12 до 15 лет, от 16 до 21 и 21 год плюс выше. Соперники были очень сильными, но тем не менее мы заняли 3-е место. Будем в дальнейшем стараться занимать места повыше, 1-е и 2-е места, и будем тренироваться усиленно. Бронзовые медали достались дружному тандему Глебу Александрову и Анне Беловой. А в финале команда из Чувашии переиграла ребят из Пермского края и Новосибирской области. Мы сейчас года 3 занимаемся настольным теннисом. Успех, конечно, есть. Даже то, что мы в Казани взяли 3-е место, было очень жарко, переживали. Но получилось, что 3-е место взяли. Очень рады. И с мотивацией занимаемся дальше, тренируемся, развиваемся. Специальная олимпиада – это не просто возможность заявить о себе и продемонстрировать способности, но и хороший шанс познакомиться с единомышленниками со всей страны. Леонид Петров, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.